7 дней в яме. Житель Октябрьского пропал без вести после приема в больнице. Через неделю мужчину нашли волонтеры. Пенсионер лежал в лесу неподалеку от медучреждений. К счастью, 67-летний Николай Акимов жив. Однако рассказать, почему он не добрался до дома, не может. Подробности далее. Он был в сознании, мы его пытались напоиться водой. Пить он уже отказывался к тому моменту, потому что он был сильно обезвожен. Перед этим в городе шли дожди, то есть земля была холодная, мокрая. Человек замерзал. Обезвоженного и замерзшего мужчину нашли в этой яме. И то, что он был еще жив, можно назвать чудом. Без еды и воды пожилой человек пролежал здесь несколько дней. Лесной массив хоть и не густой, однако протоптанной тропинки в нем нет. Николай Акимов по какой-то причине свернул с тротуара в заросли. Правда, идти пришлось недолго. Через 10 метров мужчина оказался в заваленной мусором яме. Скорее всего, человек был дезориентирован, когда уже вышел из больницы, а пошел, куда глаза глядят. Еще один глаз не видит. Скорее всего, скатился здесь во враг. То есть человек дезориентированный, еще плюс плохо видевший, мне кажется, здесь неудивительно, что он сюда попал. В день пропажи мужчина почувствовал себя плохо. Соседи вызвали скорую. Его доставили в городскую больницу. Пенсионер жаловался на боли в спине. Через пару часов после медицинских процедур ему стало легче. Пациенту предложено вызвать такси, чтобы, поскольку не было выявлено показаний для экстренной госпитализации, предложено вызвать такси, от которого он отказался, попросил остаться в отделении, где он и находился, со слов медицинского персонала, где-то до 3-4 часов вечера. 67-летний Николай Акимов проживал один, но в городе у него есть сестры, с которыми он поддерживал связь. Одна из них на следующий день пришла в больницу. Узнав, что его там нет, писать заявление о пропаже брата не стала. Мне она сообщила о том, что пропал брат только 3 числа, только 6 числа, в субботу, во второй половине дня. Она 3-го не пошла в милицию? Нет. А вот другая сестра, узнав о том, что мужчина не дает о себе знать, почти неделю занялась поисками. Сейчас она навещает его в реанимации. Николаю Акимову диагностировали инсульт. Руководитель башкирского парламента Константин Толкачев обратился к депутатам с поручением провести независимое расследование этого запутанного дела. Патронаж мы делаем на дому, направляем, если выписывается беременные, после родов, детям, после операции. Тут сообщаем сразу на участок, чтобы на дому патронировали. Мы сейчас приняли к сведению, что лиц пожилого возраста надо патронировать. У нас как раз запланирован на осеннюю сессию круглый стол оказания помощи пожилому населению. Сейчас медработники оценивают состояние мужчины, найденного в яме, как стабильно тяжелое. Он реагирует на раздражители, однако находится без сознания. Как только его состояние станет получше, его перевезут в республиканскую больницу. О том, как он оказался в той яме и сколько времени провел в лесу, непонятно. Ведь со слов медперсонала на нем не было даже укусов насекомых. И как он выжил без еды и воды, сможет ответить только сам пострадавший, когда очнется. Динара Таймасханова, Булат Закирьянов, Ильдус Камалеев. Новости. Город Октябрьский.